Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. В эфире передача «Дом, хозяйство и село». В нашей передаче вы сможете получить исчерпывающую информацию о ведении хозяйства, разведении скота и программах, ориентированных на развитие сельского хозяйства. Наша передача посвящена всем, кто занимается созданием собственного подсобного или фермерского хозяйства, всем, кто добился успеха в этом деле и готов поделиться своим опытом. Передача «Дом, хозяйство и село» предлагает самый доступный на сегодняшний день способ обратиться за помощью в Азиатский кредитный фонд, где не только выделят средства, но и помогут в разработке оптимального бизнес-проекта. В больших городах хвойные деревья увидишь нечасто, разве что на елочном базаре перед Новым годом или перед правительственными зданиями. При этом жителям мегаполиса они особенно нужны для хорошего самочувствия и даже для борьбы с болезнями. Если вы догадались, речь идет о хвойных деревьях. В русском языке название «хвойные» происходит от слова «хвоя», хотя далеко не все представители имеют листья иглообразной формы. Также не совсем корректным являлось и более старое название, как шишконосные, поскольку не все хвойные растения имеют шишки. Хвойные деревья – одни из 13-14 отделов царства растений, к которому относятся сосудистые растения, семена которых развиваются в шишках. Типичные представители – это такие, как кедр, кипарис, пихта, можжевельник, лиственница, ель и сосна. Хвойные растения произрастают в диком виде почти во всех частях света. Часто они преобладают над другими растениями, например, в таких биомах, как тайга. Хвойные растения имеют неоценимое экономическое значение, в основном в качестве лесоматериала и сырья для производства бумаги. Древесина хвойных относится к типу так называемых мягких пород. В настоящее время в классе хвойных рассматривается от 6 до 8 семейств с общим количеством родов около 650 видов. Определенную роль в построении филогенетического дерева хвойных играют биохимические исследования. Так, состав эфирных масел хвойных в целом достаточно близок, но существенно различно соотношение компонентов, возможно даже появление или исчезновение некоторых маркерных веществ у отдельных видов. Все современные хвойные древесные растения в большинстве случаев с боковыми ветвями и выделенным доминированием верхушки. Размеры взрослого дерева доходят до 100 метров в высоту. Я хотел посадить у себя во дворе хвойные деревья. И у меня к вам вопрос. Какие деревья больше приспособлены к нашему климату и где их приобрести? Лиственных деревьев у нас в Казахстане насчитывается больше 10 тысяч различных видов. Ну, из местных деревьев, такие как тополя, березы, клены, дубы, липы, это уже наши районированные, значит, деревья, и к ним присоединяются уже такие, которые привозят, значит, из-за границы. Для чего? Для того, чтобы, посмотреть, как они, значит, здесь будут расти, листва красивая у них тоже, для декорирования различных садов и прочего-прочего. В основном это клены с европейского континента и американского континента. Вот как раз за моей спиной это клен, называется сахарный. Это один из самых, скажем, красивейших кленов именно вот осенью сейчас. Вот он очень долго держит эту окраску декоративную. Если обратить внимание вот на то, что мы проезжали с вами по аллее, там в основном клены, лист уже весь осыпался. Вот единственного два клена, вот клен справа от меня это канадский клен, остролистный, желтый, лимонного цвета. И вот за моей спиной как раз канадский клен. Вот. Ну, на родине там, значит, канадцы с этого клена делают сироп, потому что сок содержит до 12% сахара. Разные деревья имеют разные листья. У сосен и елей листья узкие, напоминающие иголки с толстой оболочкой. Это предотвращает испарение воды. И эти листья остаются на деревьях многие годы. Когда листья опадают, на их месте вырастают тут же новые, и ветка никогда не выглядит голой. Поэтому эти деревья называют вечно зелеными.
Если говорить об уходе, то для хвойных деревьев снег считается и другом, и врагом в определенных соотношениях. Проводя предвесеннюю ревизию в саду, особое внимание уделяйте состоянию снежного покрова. С одной стороны, это наиболее надежный укрывной материал, а с другой – нередко виновник порчи и даже гибели растений. Если на снегу заметны следы грызунов, то необходимо провести оттаптывание посадок на расстоянии около 50-60 см от ствола. Смысл этой операции – перекрыть ходы мышей и водяных крыс вокруг стволов деревьев и кустарников с привлекательной для грызунов корой. Эту процедуру необходимо проводить 3-4 раза на зиму. Не забывайте о лишнем снеге на укрытиях незимостойких хвойных деревьев. Какое-то его количество необходимо для утепления, но когда снега слишком много, укрытие может раздавить растения. Не дожидайтесь аварии, сбрасывайте снег по мере накопления, пока он еще рыхлый. Какие хвойные деревья приспособлены к нашему климату и требуют ли они особого ухода? Ответы на эти вопросы мы узнаем у наших специалистов. Это туя смарагда. Вырастает вот в нашем климате, ну я не знаю, может она вот вырастет или нет, но в Средиземноморье вырастает она свыше 15 метров высотой. В нашем климате она, может быть, такая и не вырастет, но свою вот эту вот стройность, вот этой вот своей вот форму она будет держать до самого последнего момента. Существует 7 фактов о пользе хвойных деревьев. Это, конечно же, новогоднее настроение, свободное дыхание, средства от авитаминоза, шишки от инсульта, защита от гриппа, хвойные ванны от нервов и натуральный антиоксидант. Поливать хвойники часто не надо. Хвойники поливать достаточно, раз в неделю. Этого достаточно хвойникам. Если, допустим, лето такое вот прохладное, лето сырое, то и того реже. Ученые подсчитали, что воздух в хвойном лесу содержит не больше 200-300 бактерий на 1 кубический метр. То есть по сравнению с тем воздухом, которым мы дышим в общественном транспорте, он практически стерилен. И это еще не все. Все мы знаем, как хорошо дышится в хвойном лесу, и это не пустые слова. Воздух в таком лесу буквально пропитан фитоцидами, биологически активными веществами, которые обладают свойством уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Они губительно действуют даже на туберкулезную палочку. Именно поэтому туберкулезные санатории обычно строят в сосновых борах. Одно из самых долговечных и прочных хвойных деревьев – это лиственница. Все, что сделано из нее, сделано на века. Наглядные тому примеры – это большой шигирский идол, самая старая в мире деревянная скульптура. По средним оценкам экспертов, ей 10 тысяч лет. Ну и, конечно же, Венеция, выстроенная на сваях из сибирской лиственницы. Даже дальневосточные партизаны в годы гражданской войны делали из лиственницы пушки. Одним словом, хвойные деревья приносят только пользу. Это надо посадить, во-первых, полить, ухаживать, прорыхлять постоянно. Этим я и занимаюсь дома. Ну как, нет. Семена купил, посадил. Я обычно еще собираю семена, на следующий год еще там сажу, высаживаю. Все. При посадке хвойных деревьев важно правильно выдерживать расстояние между ними и не сажать их слишком густо. Слишком редкая посадка хвойных деревьев тоже плоха. Она не обеспечивает формирование специфического лесного микроклимата под пологом выросших деревьев. К тому же при очень редкой посадке многие деревья вырастают низкими и кривыми. Посадка хвойных деревьев в виде сплошного массива возможна следующим образом. Следует высаживать 1500 саженцев на гектар, это соответствует посадке деревьев через
2-3 метра друг от друга. Деревья наиболее светолюбивых пород можно высаживать несколько реже, лиственницу через 3-4 метра друг от друга. При промышленных посадках хвойного леса деревья располагают обычно значительно ближе друг к другу, так чтобы на гектаре разместилось 5-6 тысяч саженцев. Это делается для того, чтобы обеспечить более быстрый рост деревьев в высоту и очищение ствола от нижних веток, чтобы получить лучшего качества древесины. В летнее время хвойные деревья создают хороший контраст лиственным деревьям и кустарникам. Кроме того, они придают саду ощущение вечности в любое время года. Сколько же стоят у нас хвойные деревья, нам поможет рубрика «Почем?». Стоимость хвойных деревьев зависит от ее величины. Самыми дорогими считаются ель и сосна. Если вы захотели украсить свой участок хвойными деревьями, то лучше покупать их в питомнике. Особых затрат хвойные деревья не требуют, главное вовремя поливать, но в среднем уходит около 5-6 тысяч тенге. И затрат по уходу, в общем-то, вы знаете, особенных затрат никаких нету. Самое главное, что нужно вовремя поливать, подкормить и радоваться. И растения любят, чтобы их любили. Подкормить можно, подсыпать можно торф, подсыпать можно кору деревьев дробленую. Все это земля, все это будет съедать, и в то же время это будет дополнительная подкормка корневой системы. Органику хвойники не любят, нет. Конечно бы занималась, потому что сейчас в такое время в городе всегда машины, дым, все вот этот природу нашу надо хранить и сохранять. Чтобы воздух у нас почище был, чтобы дети в будущем занимались этим. Конечно, я согласна была бы. Хвойные деревья добавляют кислород. Полезны для легких, для бронхов. Тем, кто кашляет, у кого горло болит, тем полезны хвойные деревья. Наверняка каждый из вас может заниматься озеленением своего небольшого участка, сделать кусочек земли местом отдыха, где вы можете полностью расслабиться, а самое главное, где ваш сад будет удивительно красивым. Достаток в ваших руках, дорогие телезрители. Наверняка каждый из вас может выращивать культуру, иметь на столе продукты, а вместе с ним и прибыль. Азиатский кредитный фонд и передача «Дом, хозяйство и село» – это ваш путеводитель и помощник в том, чтобы вы были информированы и достаток в вашем доме приумножался. До новых встреч, дорогие друзья!